региональные власти выступили с инициативой об реализации такого социально-патриотического проекта у нас в образовательных учреждениях «Автономия». Это проведение патриотических линеек в наших школах. Это делается для того, чтобы продолжать формировать у учащихся ценностное отношение к родине, к ее истории, к языку, культуре, народу, который населяет и нашу автономию, и Республику Молдову в целом, воспитание активной гражданской позиции, чувство ответственности за собственное поведение в обществе. Поэтому мы предлагаем ввести в образовательных учреждениях еженедельные патриотические линейки, которые будут как раз направлены на укрепление гражданско-патриотического воспитания. Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм – это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина – это не государство и не власть. Родина – тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм. Это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти. Когда детям будут рассказывать о патриотизме на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы, об уничтоженных еще до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор не найденных и не погребенных солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей. Им расскажут о миллионах доносов, о черных воронках, о тройках, о ГУЛАГе, о законе 3 колосков, о смертной казни для детей с 12 лет. Это будет частью патриотизма? Этим тоже нужно будет гордиться? Или просто помнить, чтобы никогда больше? Можем повторить. Это патриотизм? Принудительное воспитание патриотизма – это предвестие государственного политического банкротства. В любую эпоху, в любой стране. Если народу не за что любить государство, то нужно думать о понуждении народа к любви или о перемене политики государства по отношению к людям. Любовь через насилие может сделать человека добрым и гуманным. Любовь к Родине – это исключительно личное чувство. Оно не тиражируется учебниками, решениями президентов, парламентов и правительств, съездов партий. Патриотизм вырастает из свободы, из прав и свобод человека, из достатка и благополучия, из любви к ближнему и дальнему, из благосостояния. Патриотизм не вырастает из бедности и нищеты, из унижения и оскорблений, из пренебрежения человеком, из неправды и лжи. Государство может дать человеку урок патриотизма, перестать врать и начать служить людям. Тогда уроки государственного патриотизма в школах никому не придут в голову, потому что дети просто будут знать, что Родина их любит.